Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. На мінулым тыдні у Флорэнцыі прайшоў чэмпіянат свету па фехтаванні для ветэранаў. Прысутнічалі на ім, бралі ўдзел у ім і беларускія байцы, беларускія мушкецёры. Адзін з гэтых мушкецёраў, Ігор Скарынін, сёння ў нас у студыі. 70 байцоў, наколькі я разумею, брала ўдзел у гэтым чэмпіянаце. Добрый день, Дмитрий. Да, вы знаете, чемпионат мира по фехтованию среди ветеранов на самом деле это большое событие. 70 бойцов принимало участие в той категории, где фехтовал я. То есть мужская сабля старше 50 лет. Но помимо моей категории существуют еще категории старше 60 лет, старше 70 лет. Также все эти категории для рапиры, для шпаги и все эти категории для женщин. То есть на самом деле это чемпионат, на который приезжает больше 1000 участников с тренерами, с сопровождающими, как сказать, с массажистами, с болельщиками. И это очень праздничное событие. И вот, к счастью, нам посчастливилось в очередной раз поучаствовать в этом чемпионате. Ну вот у вас, як у выбітнага фехтавальшчыка, ветэрана Беларусі, колькі было з сабой массажистов, докторов, тренеров и всего остального? О, я был обеспечен лучше всех, я думаю, на самом деле. Со мной была жена и 2 дочки. Жена не очень любит болеть, она переживает сильно, да, а вот одна из дочек, она очень спортивная, и она очень громко умеет кричать: «Папа, давай!» Я всегда это слышу, сколько бы людей не было в зале. Поэтому я был обеспечен лучше всех, я думаю. Ну, я так разумею, что они там разбираются в фехтовании, они ж не будут кричать: «Закали его!» Ну да, но фехтование достаточно сложный вид спорта, конечно. Он очень эмоциональный, он наполнен адреналином, да, но тем не менее надо некоторое время, чтобы привыкнуть. Особенно вот к сабельному фехтованию, мой вид фехтования, он очень стремительный. Он очень эмоциональный, очень стремительный. Ну вот дочка моя, да, она разбирается хорошо, но бывали случаи, когда друзья наши, проживающие за рубежом, переходили на те или иные турниры просто потому, что они знакомы со мной. Я замечал, что они очень быстро вовлекаются в эту эмоциональную вот такую вот накал, да, и начинают быстро разбираться, что к чему. Я так ведаю з нашай з вами папярэдняй размовы, не буду хваліцца, што я тут такі ўжо аматар фехтавання і таму ў галаве трымаю там імёны, лічбы, месцы і гэтак далей, што летась вы занялі 5-е месца, у гэтым годзе вы так у сярэдзіне. Але ў дадзеным выпадку я не пра тое, што не пра месца размова. Размова пра тое, што па выніку гэтага чэмпіянату вы напісалі такі допіс у Фейсбуку, што да все, кидаю гэтую дурную справу, не буду больше гэтым займацца, здароўе не тое, месца не тое, там, и гэтак далей, там, дзяўчаты уже не так на мяне глядзяць. Да. Правда ці неправда? Все, сыходите с великого спорта. Вы знаете что? Это, конечно, не... мы все время обсуждаем с коллегами-фехтовальщиками, да. Конечно, ветеранский спорт – это не профессиональный спорт, это спорт любительский. Но соревновательный спорт в любом случае, он требует напряжения, отдачи, подготовки, и он влечет за собой большой эмоциональный фон. То есть ты не можешь просто, грубо говоря, на расслабоне приехать и что-то показать. Ты все равно тратишь много и физических, и нравственных сил. И, конечно, иногда вот я не очень хорошо был подготовлен в этот раз. И я думаю, ну, Игорь, ну, может быть, уже хватит, потому что тяжело. Проходит 1 день, отдохнул. Нет, я без этого не могу. Это тот спорт, с которым ты можешь жить всю жизнь. Есть виды спорта, где ты можешь заниматься молодым. Есть виды спорта, которые могут с тобой быть всю жизнь. Вот фехтование – это тот спорт, с которым ты можешь быть всю жизнь. Потому что чемпионаты мира, подчеркну, проводятся даже в категории старше 70 лет. Официальные чемпионаты мира. А можно я такое вот меркантильное пытание задам до того, что, ну, есть виды спорту, ну, скажем, футбол. Вот купил себе спортивные трусы, мячик и пошел себе гонять на поле. А хоккей, ці там, скажем, вот фехтование –
амуніцыя, все гэта, наколькі гэта дарагое задавальненне? Довольно дорогое. То есть, конечно, это не мячик и кроссовки, да, значит, мы посчитали, что вот в Беларуси на сегодня для того, чтобы экипировать ребенка для занятий фехтования, надо потратить примерно 350-400 рублей. Для того, чтобы экипировать взрослого на международный уровень, чтобы он прошел все необходимые контроль амуниции, то это где-то порядка 1000 рублей. Оно служит долго, эта амуниция, но тем не менее есть расходные материалы. То есть в год ты сломаешь несколько клинков обязательно, это в год, наверное, придется еще 100-2 рублей выбросить на клинки. Но в целом, конечно, вот примерно такой вид затрат, уровень затрат. Давайте крыху гісторыю паглыбімся. Мне просто цікава параўнаць, я патлумачу потым, што з чым. Вот вы калі прыйшлі ў фехтаванне, калі гэта было і як это выглядала, дзе вы тренировались? Вы знаете, я пришел в фехтование в 1974 году, давно, да. Значит, естественно, сначала я прочитал книжку про 3 мушкетеров, конечно, я загорелся, сказал маме: мама, вот я не хочу заниматься музыкой на пианино, я хочу заниматься фехтованием. И мама нашла секцию, и она тогда располагалась в замечательном здании, которого, к сожалению, сейчас нет. Это дом первой Минской электростанции, около цирка, в живописнейшем месте. И вот в этом здании тогда был, значит, легкоатлетический манеж и относительно небольшой, ну, наверное, тем не менее, на 8 фехтовальных дорожек зал, куда я пришел как-то вот таким же погожим днем, только не октябрьским, а сентябрьским 1974 года. И, значит, стал ждать, вбежал тренер, изумительно спортивный, обаятельный, в шортах, на загорелых ногах, просто вот образец спортсмена, и говорит: тебя как зовут? Конкретный Д'Артаньян, такой гасконец. Вот, да, вот, ну, просто вот идеальный мужчина, вдруг бежал, нам 30 с небольшим лет, да, тогда он мне казался очень взрослым дядей, сейчас я думаю, это ж мальчик был на самом деле, по сути, да. Тебя как зовут? Я говорю: Игорь. Фехтованием хочешь заниматься? Я говорю: да. Он говорит: а на чем ты хочешь фехтовать? Я говорю: на шпаге. Он говорит: неправильно. Хотеть фехтовать надо на сабле. И все, я настолько был им покорен, что, ну, вот начались наши занятия. Тогда в доме это называлось Дом физкультуры, это место. Тренировки начинались там, тренировки были каждый день в 9 утра, в 11 утра другие группы, в 3 часа дня, в 5 часов дня, в 7 часов дня. Каждый раз занималось не меньше 2, а то и 3 группы. Зал все время был полон. Было очень много тренеров высокого уровня. В этом зале с нами тренировалась 4-кратная, тогда она еще была, наверное, 2-кратной чемпионкой олимпийской, Елена Белова. Мы всегда ее видели. Значит, там тренировала 3-кратная олимпийская чемпионка Татьяна Самусенко, давала уроки. Там были замечательные, ставшие потом легендарными, и тогда уже были известными тренера. То есть атмосфера была, с одной стороны, очень рабочая, дисциплинированная, вот по-хорошему спортивная, трудовая спортивная дисциплина, это атмосфера, да, и очень много людей, очень живо было. Что интересно, вот этот тренер Григорий Васильевич Лопатнев, который встретил меня тогда в фойе. С загорелыми ногами. С загорелыми ногами. Последний раз он мне давал, ну, последний, многие не любят это слово, но тем не менее, последний раз он мне давал урок на прошлой неделе, на самом деле. Ему 78 лет, он до сих пор как кузнечик скачет по дорожке. И когда я устаю и прошу перерыва, он говорит: Игорь, кому 78 лет? То есть, слава богу, он работает до сих пор. Это заслуженный тренер Республики Беларусь на сегодняшний день. И до сих пор он умудряется заботиться о многих-многих фехтовальщиках. Скажите, а чему вы все ж таки не стали профессийным спортсменом? Ну, сложный вопрос. Наверное, все-таки я хорошо учился в школе. Родители хотели, чтобы я получил золотую медаль. Мои родители ученые. И, конечно, я рос с мыслью, что я должен стать научным сотрудником. И я был хорошим подростком, спортсменом, ну, успешным. Но в какой-то момент, когда наступило время выбора, а это вот когда начинаются последние 2 класса школы, надо было понимать, что или ты идешь в спортивный интернат, и это путь в институт физкультуры дальше, значит, и в профессиональный спорт, или ты идешь после этого там в армию, в спортивную роту, и это самое, или все-таки ты остаешься в общеобразовательной школе, и хочешь, не хочешь, ты начинаешь отставать от тех ребят, которые тренируются 9 раз в неделю в спортивном интернате.
И тогда все-таки мне несложно было принять это решение, мне было жалко уходить, но я понимал, что все-таки мои родители ожидают от меня другой карьеры, и самому, наверное, мне было больше интересна наука. И я, знаете, когда ушел, это я, еще был подростком. Я очень много вспоминал про свое фехтование. То есть было больше 2 десятилетий, когда я не фехтовал. И мне все время снилось, как я возвращаюсь на дорожку. Мой тренер... Я прихожу в зал, мой тренер не смотрит на меня. Обижен, что меня не было. А потом он говорит мне, ну ладно, становись на урок. И вот это мне снилось много-много раз. Ну, у вас атрымалася як у Дюма 20 гадоў апасля, да? 20, 30, я майже 40. Ці можна сказаць, што на той момант, вот, про які мы зараз гаварылі, была, ну вот як кажуць, беларуская школа фехтавання? Абсолютно однозначно да. Потому что помимо 4-кратной олимпийской чемпионки Беловой был 4-кратный олимпийский чемпион Виктор Сидяк. Были олимпийские чемпионы Алехин и Корецкий, которые стали олимпийскими чемпионами в 80-м году. Был величайший 10-кратный чемпион мира и чемпион Олимпийских игр Александр Романьков, который тогда к нам часто заходил. Изумительного характера, легкий человек на самом деле, да. Значит, вот это я не говорю просто про чемпионов мира и серебряных призеров Олимпийских игр, потому что моя любимая тренер Ирина Ушакова, она 2-кратная чемпионка мира и серебряная призерка Олимпийских игр, и она искренне считает себя спортивной неудачницей, потому что, надо же только 2-е место на Олимпийских играх, как же так, почему не 1-е? 2-кратная чемпионка мира, прекрасный спортсмен, прекрасный тренер. Это было время, когда белорусское фехтование было в изумительном расцвете, и это просто был спорт мечты, честно говоря. Ну, добра, той час я разумею. Там моладасць, хочется вот со шпагой перед дзяўчатамі и гэтак далей. А зараз вот навошта вам это? Сложно сказать. Вот, на самом деле даже моя жена задает мне этот вопрос. Но, знаете, с ней мы познакомились как раз в те годы, когда я был юным фехтовальщиком. Мне было 13 лет, и тогда я ее покорил как молодой спортсмен. Потому что, если бы я сказал, что я просто отличник, ей было бы это неинтересно. Она к отличникам относилась с презрением. А вот спортсмен-фехтовальщик с такой фехтовальной сумкой с саблями там внутри, это ее покорило. И так или иначе, хочет она признавать это или нет, в какой-то мере я делаю это для нее. Потому что я мушкетер прежде всего для своей жены. Ага, вот так. Значит, за, как кажут, ботана с Академии наук не пошла, а вот за белорусского гасконца легко. Мы прервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинов на Еврорадио. Студия Зміцер Лукашук. Это сумесный стрим Еврорадио и Е-промовы. А у меня в гостях фехтовальщик Игорь Скарынин. Мы говорили про фехтование, але не толькі гэтым ён адзначыўся ў жыцці. Паговорым пра іншыя яго іпастасі у другой частцы нашай праграмы. Ясні зорі вітають нас в полі, ми працюємо в вільній голі. Певно, добре буде нам в раї, ай музика дика зарає. Багатіє дивна країна, розцвіта нарити скотина. Хворий стане радіка, ліка, хай нам грає музика дика. Кожен день дарує нам сміх, підігрій достане на всіх. Ой, не край, неправильний шлях, земля, ліжко, небо нам дах. Кому хреста, кому тюрма, вибір доля зробить сама. Тіні предків прентуємо, хай нам дика музика грає.
Єврорадіо. Новини – наша справа. При мікрафоне Роман Устинов. Коротко про асноўныя падзеі. Сёння на судзе па справе Кожыча прокурор Шарснёў агучыў вынікі праверкі фактаў ціску на абвінавачаных сяржантаў Вяжевіча, Скуратовіча і Барановскага ў будынку КДБ. Сяржанты ў зале суда заявілі, што падчас следства яны падвяргаліся маральнаму і фізічнаму ціску з боку праваахоўнікаў і пісалі прызнанні не па сваёй волі. Аднак па меркаванні Генеральнай пракуратуры ніякага фізічнага альбо псіхалагічнага ціску на сяржантаў не аказвалася. Пра факты даўлення з боку супрацоўнікаў КДБ яны заяўлялі ў судзе дзеля таго, каб змягчыць адказнасць. Адвакаты абвінавачаных не згодныя з вынікамі праверкі. Выбух у крымскім горадзе Керчь афіцыйна прызнаны тэрактам. Пра гэта паведаміў следчы камітэт Расіі. Паводле папярэдніх дадзеных, днём 17 кастрычніка ў сталовай палітэхнічнага тэхнікума узарвалася выбуховая прылада, начыненая металічнымі прадметамі, паведамляе ведамства. У выніку тэракта па апошніх дадзеных загінулі 13 чалавек, яшчэ 50 параненыя. Большасць пацярпелых гэта падлеткі. Відавочцы расказваюць, што нападнікаў было некалькі. Не выключаецца, што па людзях стралялі з аўтаматычнай зброі. Былы першы віцэ-прэм'ер Беларусі Васіль Матюшэўскі стаў старшынёй праўлення банку Белвэб. Як паведамляе Тутбай, ён прыступіць да працы ўжо ў панядзелак. У верасні паведамлялася, што Матюшэўскі прайшоў кваліфікацыйную камісію Нацбанка на адпаведнасць пасады кіраўніка банка. Меркавалася, што ён узначаліць альбо Белвэб, альбо банк развіцця замест Сергея Румаса. Нагадаем, што Матюшэўскі страціў крэсла віцэ-прэм'ера ў жніўні, пасля таго, як Александр Лукашенко зладзіў чарговы разнос ураду. Роман Устинов, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Мой сённяшні госць, фехтавальшчык, прадпрымальнік, блогер, напэўна, і такі літаратар, пачатковец, скажем так, Ігор Скарынін. Спадар Ігор, мы з вами ў першай частцы размовы так прыгадалі пра тое, як, скажем, у 70-е, 80-е гады фехтаванне было вельмі папулярным у Беларусі, як шмат людзей ім цікавілася, займаліся гэтым відам спорту. А вот зараз вы ўсё ж таки маеце, я так разумею, контакты і са спортсменамі, і з трэнерамі, з чыноўнікамі ад спорту. Ваше асабістае меркаванне. Вот памятаеце, як кажуць, пациент хутчэй жывы ці ўсё ж таки мёртвы? Пациент, конечно, жив, но я нахожу ситуацию, к сожалению, трагичной. Потому что спорт, в котором у нас были такие великие чемпионы, и так много, было так много хороших тренеров, так много клубов во всех областных городах. Помимо областных городов, в Минске только было 5 клубов, на самом деле, фехтовальных, и в каждом вузе серьезном еще были фехтовальные секции. Сейчас, конечно, все это в значительной мере пришло в упадок. Очень много тренеров уехало. Конечно, 90-е годы нанесли ущерб такой, можно сказать, непоправимый, да, потому что тяжело было тогда, кончилось финансирование, и начали уезжать ребята за границу. Да, и сильные тренеры, как Александр Лепешинский, Андрей Ломянский, молодые, на тот момент подающие надежды, уехали в Америку, и многие поехали за ними. И когда-то в те годы, конечно, Беларусь была одна из ведущих фехтовальных стран. Потом начали к нам приезжать учиться корейцы. Наши специалисты стали ездить в Корею. И теперь Корея так далеко оторвалась, к примеру, да, что как нам догнать Корею, уже совершенно непонятно. То есть они теперь ходят с медалями. У нас по-прежнему в последние годы были успехи, да, но крупные успехи были. Последний был в 2011 году, заняла наша сабельная сборная 2-е место на чемпионате мира, да. Наши категории до 23, вот такие взрослые юниоры, регулярно получают европейские медали. Но все равно, например, в Минске нет ни одной сабельной детской секции. Вот так как я когда-то пришел на саблю, теперь прийти некуда. Есть тропирная секция в Уруче, в спортивном комплексе армейском, есть в кинотеатре «Вильнюс», но этого недостаточно. То есть для нашей страны, для нашего города.
А ведь что я хочу сказать? Фехтование – это 12 олимпийских медалей. 12 комплектов олимпийских медалей на каждые Олимпийские игры. Это крупный вид спорта. Насколько на сегодняшний день фехтование популярно, я уже не говорю про Италию, которая просто ветеранских клубов сотни, на самом деле, наверное, 150 ветеранских клубов. Значит, Италия, Франция, Россия испытывает сейчас подъем фехтования. В Америке Арнольд Шварценеггер, известный актер, политик, спортсмен, он сейчас пропагандирует фехтование в американских университетах, на самом деле, да, потому что вот за счет того, что это фехтование спорт для всей жизни, да, оно развивает, это шахматы на дорожке, на самом деле. То есть оно развивает и ментальные качества, и физические. И, к сожалению, тяжело. И должен я сказать следующее. Вот говорил я с одним опытным тренером. Он говорит: Игорь, нам бы на всю федерацию зарплату одного футболиста «Динамо Минск». Нам бы хватило на всю нашу федерацию и на все наши поездки на соревнования. Вот что нам надо. Но, к сожалению, так сложилось. Может быть, кто-то в свое время недостаточно хорошо объяснил это на государственном уровне. Может быть, уже пришла пора, когда надо клубное развивать фехтование. Все это сложно. Но на сегодня мы скорее теряем, чем находим. И очень хочется надеяться, что все-таки сумеем повернуть мы этот процесс в обратную сторону. И что, вот на данный момент тут вся проблема в финансировании? Проблему финансирования, наверное, надо не очень много. Проблема в том, что стало мало залов. Нужно оборудовать некоторое количество залов, прежде всего в Минске, конечно. 2-3 зала. И мы потеряли тренеров. То есть вот люди перестали поступать на специальность тренер фехтования в институт. Их мало. То есть надо вернуть. То есть когда-то великий менеджер фехтования Герман Матвеевич Бокун, он сделал так. Он несколько хороших тренеров, извините за выражение, купил за границей. Во Львове. Привез их сюда. Вокруг них начали формироваться тренеры второго плана. И он тогда вырастил вот эту вот пирамиду замечательных спортсменов. На сегодняшний день я не думаю, что нужны огромные деньги, но финансирование государственное, мне кажется, в этот вид спорта с 12 комплектами олимпийских медалей было бы оправдано. Ну, тут, да, добрая подказка нашим спартовым чыноўнікам вышэйшым, якія заўсёды маюць планы по олимпийских медалях. Вот вам, калі ласка. Есть где развернуться, только вот с кем развернуться? Оно не будет сразу. Вот, конечно, чиновнику, управляющему, ему надо на ближайшей Олимпиаде получить медаль. Он спрашивает, кто может получить медали? Да, вот недавно последний наш олимпиец, он был единственной надеждой. А надо немножко не так. На 2 цикла вперед надо. Вот если мы сейчас возьмем много детей, то через 8 лет у нас тогда появятся люди, которые смогут завоевать медали. И они точно появятся. Ведаеце, вот ваши словы про тое, что вот як бы нам зараз дагнаць у фехтаванні Карею, мяне падштурхнули до такой думки, потому что справа, на мой погляд, не только ў фінансаванні, не только ў залах. Памятаеце, пачатак 90-х гадоў мінулага стагоддзя, скажем, канцэрты беларускіх рок-гуртоў збіралі тысячи людей. Десятки тысяч приходили на концерты, асабліва вулічныя фестывалі, только беларускія выканаўцы. Потым пачаліся забароны, чорныя спісы, гэта цягнулася колькі гадоў, беларускіх музыкаў ніхто не бачыў, не чуў, і ўсе пачалі слухаць расійскую папсу. У лепшым выпадку украінскіх рокераў, вон воплі Відаплясава, там ці Акіан Эльзы, там заходнюю музыку, і зараз забароны нема. Калі ласка, выступай, но вернуць гледача вельми складана, так и тут. Вот як вернуть цікавость до фехтования? Вот этот провал 90-х, конечно, он не был обусловлен какими-то злонамеренными причинами. Всем было тяжело в стране в 90-е годы, но где-то удалось это восполнить и проскочить, а где-то вот мы очень сильно потеряли, к сожалению. И вот последствия этого провала 90-х мы чувствуем до сих пор. Да, таким чынам, вот вы все ж таки бачыце магчымасць вяртання гэтага былой популярности этому виду спорта? Наверное, чтобы выйти на тот уровень, который я застал, когда был ребенком, сейчас сложно это предположить, да. Но для того, чтобы... Может быть, даже задача и не в этом. Задача просто в том, чтобы... У меня очень часто спрашивают, а куда отдать ребенка на фехтование. Я пишу про фехтование, пишу довольно увлекательно. И люди хотят, дети хотят фехтовать. Самое главное, чтобы детям было где фехтовать. Потому что
3-4 года проведенных в фехтовании закаляют характер, на самом деле. Вот это главное. Пусть у нас не будет олимпийских чемпионов, пусть у нас не будет чемпионов мира, пусть у нас будут счастливые дети, которые прочитали эти книжки классические, которые все равно они читают, да, посмотрели эти фильмы с красивым фехтованием, пришли и получили вот этот жизненный опыт, потому что вы правы, я был бы ботаном, как сказать, мальчиком, который в очках ходит, да, с диоптриями, да, а благодаря фехтованию, ну, у меня совсем другая жизнь получилась, у меня есть другая сторона, ну, хулиганская, если хотите сказать, да, такая мушкетерская, и вот этого нельзя, это надо дать детям, понимаете, вот в этом главное очарование спорта этого. Вот мне, до речі, зараз думка такая в голову пришла. Вы сказали, что не хотите говорить там про свой бизнес, там про все остальное, но вы предпринимальник. Насколько я разумею, там не, скажем так, не бедствуете, назовем это так. Не бедствую. Да. Уявите себе, школа Ігора Скарыніна. Хай невялічкая, на 3, 5, 10 вучняў. Вот вы ж можете себе дозволить, плюс там некие сябры бизнесмены скинулись по 3 копейки и зрабить такую на аматорском початку. Вы знаете, я думал об этом, и были периоды, когда бизнес шел хорошо, и я подходил к этой идее, да. Но вот кризис последний, который вот мы получили, начиная с 15-го, с конца 14 года, он все настолько ужесточил, усложнил и заставил всюду экономить, что, конечно, вот я все-таки бизнесмен среднего уровня. Да. Бизнесмен среднего уровня, наверное, на сегодняшний день такой ответственный шаг себе позволить не может, к сожалению. Потому что, понимаете, это как с бизнесом и как с ребенком. Ты его, если родил, ты дальше за него в ответе. И сейчас, глядя вот на какой-то период вперед, наверное, я не осмелюсь сделать такое. Хотя, конечно, такие мысли у меня были. И, наверное, 1-2 коллег я бы уговорил на это. Но на сегодняшний день боюсь. Честно говоря, боюсь. Давайте крыху от фехтавання. Мы уже пришли до высновы, что дзякуючы менавіта фехтаванню, а не тому, что вы навуковец и працавали в Академии наук, у вас есть такая цудоўная жонка, а ад яе ажно 5 детей, а ад іх 6 внукаў. Мне цікавы іншы момант. І вот даведаўся, что вы яшчэ і прислуживаете у церкве, ну, как это кажут, служка, ти это неправильное. Вот нет, ну, что примушает вот этим еще заниматься? Ну, вы знаете, все-таки все мы проходили в какой-то момент какой-то поиск смысла жизни, каких-то идеалов правильных. И, конечно, вот христианские православные идеалы, в какой-то момент наша семья пришла к ним. И для человека, для бизнесмена в особенности, просто помогать и прислуживать очень полезно со всех точек зрения. Потому что ты привык отдавать команды, надо всегда уметь эти команды выполнять и командам подчиняться. И это приятно, особенно человек, которому я прислуживаю, замечательный, великолепный священник, и просто я, наверное, без этого тоже свою жизнь с трудом представляю. Это нельзя забывать в жизни о Христе, о Боге, и ну, это 6 дней работе, 1 день Богу. Как-то так, на самом деле. Наверное, не готовился на эту тему выступить, но примерно так. Еще один момент. Вот бизнес плюс семья. Хай уже дети дорослые, но все одно. Плюс фехтование, тренировки. Плюс прислуживание там святару у церкве. Але вы знаходите час яшчэ пісаць такія літаратурныя замалёўкі, скажем так. Вот мне ввогуле спадабалася ваша такая мініяцюра пра студэнта, які з мінулага патрапіў у будучае і сучасным беларускім півам тут захапляўся. Спасибо. Адкуль час? Вы знаете, это вообще не требует у меня времени. И я как-то... Мне все время интересно пробовать разное.
И в какой-то момент я осмелился написать одно-два эссе на Фейсбуке, и я понимаю, что это доставляет мне удовольствие. Я не трачу на это время, я сочиняю эти истории, когда я еду в автомобиле просто, как сказать, и стою на светофорах, и мне только надо будет, я когда приезжаю, надо быстро записать и быстрее публиковать и побежать дальше. То есть, и знаете, вот мне нравятся социальные сети. Мне кажется, что при правильно выбранном окружении в социальных сетях там интересно. Это современный метод коммуникации. Он дает тебе возможность видеть мир по-другому и с другой стороны. И мне кажется, что не тратя значительных усилий на это, в то же время получаешь интересную эмоциональную отдачу. Не всегда, конечно, положительную. Бывают какие-то неожиданные неприятности там. Но, тем не менее, вот такая наша современная жизнь. Вот мы с вами познакомились, потому что мы встретились в социальной сети. Как бы мы еще встретились иначе? Ну, вот это сложно сказать, да. А вот мне кажется, что к этому надо относиться как к еще одному измерению нашей современной жизни. Наколькі, на ваш погляд, увогуле спорт дапамагае ў жыцці? Наколькі ён дапамагае, можа быць, у бізнесе? Я ў дадзеным выпадку не пра вот этих спортсменаў-бандытаў, якіх мы любілі ў свой час па расійскіх сериалах, а увогуле вот у нас в нормальном сенсе. Вы знаете, что хороший спортсмен – это всегда очень трудолюбивый человек. Мне повезло работать с человеком, который был спортсменом высокого уровня. Он потрясающе организован, очень собран. В сложных ситуациях не сдается, да. Я видел много раз, и у меня есть много примеров, когда бывшие спортсмены профессиональные, из них получаются прекрасные бизнесмены, в силу того, что они очень дисциплинированы, организованы, ответственны. Они умеют учиться, на самом деле. В моем понимании спорт, но это мы говорим про профессионалов, да. Спорт любительский, он просто позволяет тебе... Нельзя в жизни, ты не можешь усидеть на стуле с одной ножкой, да. С двумя даже ножками уже тяжело, если у тебя семья и работа. Вот спорт – это третья ножка в табуретке, на которой ты сидишь в своей жизни, на самом деле. Устойчивость тебе придает. У тебя есть семья, у тебя есть работа, у тебя есть спорт. Если у тебя есть еще какое-то хобби, увлечение, это вообще прекрасно. И в какой-то момент, испытывая трудности, может быть, на работе, ты можешь получить отдушину с теми ребятами, с которыми ты занимаешься спортом. Ты можешь иногда в семье случайно, как сказать, поссориться. Да? Ты опять же пошел в спорт, там переключился, развелся, подумал, ну, какая глупость. Вернулся, помирился. То есть, мне кажется, что вот чем этих больше в жизни пятен опоры, тем устойчивее жизнь человека в принципе. Да? И в этом плане спорт, я считаю, ну, просто незаменим. Просто незаменим. Ну что ж, я так разумею, вы уже пачалі, может быть, морально, а то, может, и физично, як кажуть, падрыхтоўку до наступного чемпионата свету? Сейчас я буду готовиться к чемпионату Европы. Он пройдет в конце мая во французском городе Коньяк. Значит, сумка моя фехтовальная уже в багажнике. Сегодня вечером у меня первая тренировка по подготовке к чемпионату Европы. Ну, будем спадзявацца, что вот на таким прыкладзе и дзякуючы нашим эфирам и словам, якія прогучали от Игоря Скорынина, может быть, чиновники от спорту, а таксама чыноўнікі ад фінансаў звернуць увагу на беларускае фехтаванне и беларускую фехтавальную школу. Нешта зменіцца. Будем надеяться. Дякую вялікі. Ігор Скарынін, Зміцер Лукашук, сумесны эфир Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайте Еўрарадыё.